и на территории нашего кладбища мусульманского. Я не хочу сказать, что можно в другом месте сделать, но подальше от населенных пунктов, чтобы эти глаза людские не видели. С народом не поговорили, не предупредили, не сказали. Вот видите, весь он оттуда дует, вся вонь. Мусорка раньше была, жгли, хорошо, хоть мусорку убрали. Оттуда теперь не дует. А раньше вот все оттуда сюда дуло. Мы все нюхали здесь. А теперь вы вот это нюхать. Ну, рядом с этим построением, с так называемым крематорием, паи, распаеванная земля для депортированных. Ну, насколько я знаю, по закону граница должна быть минимум 500 метров от этих паев. Мы там выращиваем сельхозпродукцию, на данный момент зерновые, завтра овощные, может, культуры какие-то будут. Это все будет отражаться на продукции. Поэтому народ, конечно, против. Это будет выходить в атмосферу, а этим дышим мы. Мы народ, который здесь проживаем. Вы представьте, что будет и как может возрасти численность заболеваемости. Тут такие погодные условия, постоянные ветра, и все задувает. Вы представляете, что это будет? Это мы, как жители этого села, все очень против этого. Мы не хотим этого, и мы хотим, чтобы нас услышали и приняли какие-то меры. Кремация в мире на сегодняшний день признана самым экологически чистым способом погребения человека. Поэтому у нас будет, скажем, весь комплекс мероприятий именно связан с экологией. Первое – это экологически чистое оборудование. Второе – мы сейчас ведем переговоры с зарубежными партнерами по использованию экологически чистых гробов. Но одна из главных задач, которую мы ставим перед собой, это именно вопрос экологической безопасности. Поэтому на это направлена вся работа.